Почему кыргызы называют Димаша Кудайбергена кыргызом? Дело в том, что у казахов есть род кыргыз, которому и принадлежит Димаш Кудайберген. Об этом он сам говорил в одном из интервью в 2013 году. В связи с этим в социальных сетях разгорелась дискуссия о том, кем же является Димаш – казахом или кыргызом. Журналисты сайта factcheck.kg провели проверку и выяснили подробности. В интервью 2013 года Димаш заявил, что он потомок племени кыргыз. У нас у казахов есть такое понятие, как ру. У меня ру кыргыз. И в Кыргызстане все так тепло отнеслись ко мне. В официальной казахской историографии и в генеалогической родословной казахов есть разные объяснения тому, как на территории нынешнего Казахстана появились кыргызы. Зачастую они противоречат друг другу. Род кыргыз относится к группам, которые официально не входят ни в один из трех казахских жузов. Это помимо рода кыргыз, туре и тулинегиты, ногай-казахи, кожа и каракалпаки, сунаки и другие. Опросы на интернет-форумах показывают, что у представителей рода кыргыз есть три версии появления их предков в Казахстане. Первое. Кыргызы Северного Приоралия. Это остатки племен Великого Кыргызского Каганата. Второе. Кыргызов насильно переселяли во времена хана Кенесары и Каратай-Султана. Третье. Вынужденная откачевка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тянь-Шане. В газете «Актюбинский вестник» в 2013 году опубликовали две статьи, частично раскрывающие причины появления кыргызов в Казахстане. В статье «Кто они?» от 24 января 2013 года краевед из Актау Нурадин Ките говорил о самоидентификации казахских кыргызов и их связях с Кыргызстаном. Еще в одной статье под названием «Алимовские кыргызы» от 11 июля 2013 года ученый, этнограф и доктор исторических наук Рахим Бекназаров дает разъяснение о появлении этого племени в Актюбинской области. Кыргызы действительно пришлое население региона. При этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине 18 века, может быть именно в период. Отец Димаша Кудайбергена, Канат Айтпаев, также прокомментировал эти слухи, отметив, что их семья не имеет отношения к кыргызскому народу, населявшему горы Алатау.